готова рассказывать об этом очень много раз, потому что я просто мечтаю, чтобы очень много людей его посмотрели. Мы сняли фильм с нашими киргизскими коллегами. Это режиссер Айбек Дайырбеков. Собственно, это на самом деле первый раз фильм, созданный в такой настоящей копродукции Кыргызстан-Россия. Но фильм абсолютно кыргызский, он снят на киргизском языке, он снят в Кыргызстане. Но производство производилось вот двумя студиями, Central Asia Film, это бишкекская компания, и нашей российской Синитрейн. Дело в том, что это на самом деле очень такая личная история Айбека, и это очень-очень такая настоящая кыргызская история. По сути, это вообще история киргизского народа, при том, что в основе лежит самая простая, казалось бы, любовь, любовная история двух молодых людей, но здесь еще показаны очень глубоко вообще кыргызские традиции вообще во многом. Там я на самом деле не хотела бы рассказывать полностью сюжет, но я вкратце, может быть, да, вообще съемки происходили высоко-высоко в горах, в Кучкорском районе. История такова, что, значит, село, счастливое село, где люди живут и радуются, поют песни и встречают гостей, женятся. Вот. И, значит, есть главный бай села, и у него есть прекрасная дочь Бегимай, и есть бедный юноша Эсен, и у них любовь, у этой девушки и юноши любовь. Естественно, ее отец не хочет, чтобы она за него замуж выходила, но у них любовь, и есть другие претенденты на ее руку, более, скажем так, такие, которые более приближены к ее отцу. Ну, такая, в общем, типичная, даже, скажем так, шекспировская история. Вот. Там показана и игра Кукбуру, и вот этого юношу Эсена, его очень сильно пытаются все обидеть, называют его безотцовщиной, пытаются его все унизить. И в один прекрасный момент он, чтобы отомстить своему недругу, врагу, совершает такой поступок, не буду говорить какой, но нехороший поступок, из-за которого на самом деле потом в селе начинаются очень большие беды. И он убегает из села, и его эта любимая убегает вместе с ним, но их настигают, очень сильно избивают его, ее забирают, и он остается где-то на чужбине умирать. Но потом его спасают, и он долго странствует, и странствует он, во время странствия он перерождается, меняется, как-то у него все в голове меняется. А с селом в селе начинают происходить беды, в этих бедах все винят отца этой девушки, и он сам становится тоже гонимым. И, в общем, очень долгие такие переплетения судьбы, и люди в итоге совершают просто какие-то сумасшедшие, сильные такие поступки, и меняют все в своей жизни, в жизни своего народа. И в фильме на самом деле, очень вообще сильная драматическая история, при этом она такая духоподъемная, просто финал потрясающий, от которого все плачут, причем плачут от гордости за свой народ. Я сама плачу, хотя я не кыргызка, но я родилась в Киргизии, родилась я там и жила все свое детство, поэтому это моя родина тоже. Вот. И, собственно, вообще, я когда смотрю этот фильм, я горжусь этой страной, я горжусь Киргизией, я горжусь вашими традициями. Там настолько я горжусь тем, что она такая красивая, что она такая красивая музыка, там просто невероятно опасные и просто потрясающие трюки, которых не было еще никогда, нигде, и в мировом кино. Вот мы это уже испытали на практике, потому что мы показываем фильм на огромном количестве фестивалей, и все просто с ума сходят и не верят, что этот трюк можно было сделать не графикой, а в реальности. И все говорят, что все наши каскадеры. Да, все, киргизские каскадеры, все актеры киргизы, вся группа киргизская. Мы просто делали здесь, в Москве, постпродакшн на лучших студиях. Мы делали звук, там мы делали монтаж здесь и делали это просто вот на самом... в итоге фильм получился просто и лучшего качества, как настоящее большое-большое голливудское кино. Отлично.
Фильм, сколько времени длилось с ним съемки? То есть... Ребята на самом деле, вот кинематографисты киргизские, они какие-то сумасшедшие вот, патриоты в своей профессии, то бишь они, так как они снимали вообще высоко в горах, в Кочкоре, там, допустим, погода менялась за сутки, за день могла меняться 5 раз, там солнце, дождь, снег, а как снимать? Это очень сложно, но они вот это все выдержали, они практически за месяц все сняли. Потом, когда нам, правда, там нужно было еще, это было летом, в августе, но нам нужно было еще немножко снега, зимы, как только в октябре выпал снег в горах, они в горах еще досняли зиму. Но все равно они сделали это довольно быстро, то бишь, если бы, я думаю, это снимали группы там американские или российские, на съемки бы ушло гораздо больше времени. Такой вопрос еще. Вот кто помог по финансовым вопросам? Это можно узнать, тем более коллектив большой, такой фильм классный. Да. Вы знаете, к сожалению, никто не помог. Ребята, вот Айбек придумал эту историю, и он искал деньги, продюсера даже не нашел, и его жена Толкунда Айбекова стала продюсером этого фильма. И ребята сами на самом деле, они просто заложили свою квартиру под кредиты и взяли какое-то количество денег, и тем самым потом нас стали уговаривать, чтобы мы их поддержали, потому что, к сожалению, в Киргизии их больше никто не поддержал, все думали, что ой, у вас такая грандиозная идея, а вы такие молодые, и навряд ли у вас получится, и имеете ли вы вообще на это право. Вот. И они нам тоже очень долго доказывали, что они уверены, что это будет хорошее кино, что они справятся, что у них очень сильное желание большое. Вот. И в итоге мы, в общем, не смогли их бросить, и мы, да, со своей компанией, мы тоже свои личные, частные, большие деньги вложили в этот фильм, и, собственно, фильм сделан на наши частные средства. Хотя он очень дорогой, для кыргызского кино он очень дорогой, я скажу так. То бишь это сотни долларов, сотни тысяч долларов. Да. А какие препятствия или там проблемы были во время съемки? Ну, вот очень сложно было снимать погода была сложная, потом, конечно, трюки, они были очень опасные, и, соответственно, было очень много таких моментов, когда кто-то падал, там, сотрясение мозга актер один раз получил, да, но они все равно продолжали, они не останавливались, они все равно продолжали снимать, вот, ну вот как-то так. Я сделала небольшое обращение нашим читателям, то есть слушателям. Урматтуу биздин мекендештер, 28 апрелде Москвадагы белгилүү Октябрь кинотеатрында Дара кыры кинотасмасы коюлмакчы. Билеттер сатыкка чыккан. Биз бул кинотасма боюнча жапысынан токтоп Нет, На стол районда атканда телефон каным болуп кетти. Кошонасыз. Телефон такалап отурбайсың. Яна да шашам. катып калдыбы? Или что? Прямой едут отқанда тоқтап қалды, завершение. Обращение моя ошибка в сети. 10 минут. Книга представлена. Просмотр болотов.
Да, просмотр жакшы болуп кетет. Да? Башталганда эле 20. Урматтуу биздин угармандар, көрөрмандар, 28 апрелде Москвадагы Октябрь кинотеатрында Дара кыры кинотасмасынын премьерасы коюлуп башталмакчы. Билеттер Кара фильм сайтында сатылып жатат. Биз бул кинотасма тууралуу сөз кылып жатабыз. Биздин бүгүнкү коногубуз ушул Дара кыры кинотасмасынын продюсери Татьяна Петрик. Кино тууралуу кинонун ушу 28 апрелде сатылып жаткан билеттери тууралуу суроолоруңуздар болсо, бизге Түз эфирден Супара каналынан берип турсаңыздар болот. 28 апрелде боло турган кинотасмага билеттер 500 рубльдан сатылып жатат. Эгерде ушул жерде кандайдыр бир суроолор болсо, билет тууралуу, жоксо кинотасма тууралуу кандайдыр бир суроолор болсо, ушул жерден Түз эфирден берип турсаңыздар болот. Так, Татьяна, расскажите, вот вы планируете показать, к примеру, песню Древа, Дара кыры. Да. Когда будет и каким образом вы хотите показать кинофильм в Москве? Дело в том, что мы уже показали фильм в Бишкеке небольшим прокатом, и вот после того, как он вышел, была премьера здесь, в Москве, был он показан на Московском кинофестивале международном, и программный директор этого фестиваля Кирилл Разлогов сказал, что это самый сенсационный фильм фестиваля, а сенсационность его в том, что здесь невероятное смешение жанров, драма, и романтика, и приключения, и музыка, и, в общем, как правило, это не смешивают обычно, а здесь вроде бы это все есть, и при этом это очень интересно. Поэтому критики мировые тоже отмечают большой интерес к этому фильму, потому что это очень удивительная история, ни на что не похожая, которая вызывает очень сильные эмоции и у зрителей простых, и у критиков. Вот. И мы год показывали этот фильм на разных мировых фестивалях, на лучших мировых фестивалях и везде. То есть изначально, когда Айбек делал этот фильм, когда мы в него входили, мы думали, что это будет фильм исключительно для кыргызских зрителей в Бишкеке. Но потом, когда мы стали показывать его на разных мировых фестивалях, зрители, будь то американцы, англичане, корейцы или любой другой страны, они просто настолько сильно реагировали на этот фильм, они говорили, что это за страна, как, где такая история, где такая природа, откуда такие сумасшедшие трюки, мы хотим знать про эту страну, мы хотим туда ехать. Это такой большой интерес вызвал сейчас этот фильм во всем мире. И мы подумали, что в Москве, что все-таки в первую очередь мы делали этот фильм для кыргызов. И в Москве огромное количество кыргызов живет, и они живут не дома, они живут на чужбине так или иначе. И, конечно, посмотреть свое, родное, про себя кино, нам казалось, что это для них очень важно. И мы очень долго вели переговоры с разными дистрибьюторскими компаниями в России, с сетями кинотеатров, и в итоге вот, собственно, мы договорились с самой главной сетью кинотеатральной «Каро», что они будут показывать этот фильм. И мы назначили премьеру 28 апреля в 6 вечера в самом главном, в самом большом зале кинотеатра «Октябрь», зал на 1500 мест с огромным экраном. А так как фильм очень красивый, его нужно смотреть именно вот на большом экране, с хорошим звуком, мы потратили огромные деньги, чтобы сделать просто супер звук мирового уровня. И, соответственно, это кино, чтобы получить вообще вот максимальное удовольствие, его нужно смотреть именно в хорошем зале, на хорошем экране. А вот эта сеть кинотеатров «Каро», она самая современная в России. Вот. И вот 28 числа апреля, то бишь еще ровно через месяц, у нас будет там премьера. Но так как киргизского кино в России не показывали никогда, кроме в советское время, это был еще Советский Союз, да? Вот после советского времени киргизского кино в российском прокате не было. Это первый случай. Это вообще уникальное, собственно, историческое, я бы даже сказала, событие. И сеть, вот эта «Каро», они нам такие условия поставили. Они
как бы хотят его показывать, им очень нравится этот фильм, но они не знают, пойдут ли люди на него, потому что фильм, кстати, они хотят показывать на кыргызском языке, потому что они хотят таким образом выразить уважение киргизской диаспоре. Да, но с русскими субтитрами, чтобы также уважить и русских зрителей. Да. Вот. И, значит, они нам такие условия поставили. Вот сейчас уже за месяц до этой премьеры они открыли продажу билетов. В этом зале вообще билеты стоят на премьере, там проходят только главные мировые премьеры. И в этом зале билеты стоят от 500, даже от 700 рублей до 1000. Но мы их уговорили сделать нам минимальную цену, это вот 500 рублей, на которую они согласились. И вот сейчас уже открыта продажа. Но нам сказали, что если мы будем видеть, что билеты покупаются, раскупаются активно, что есть интерес зрителей, то мы оставляем его здесь, и здесь будет премьера. И если будет полный зал, то дальше будет прокат. Соответственно, если мы сейчас не будем покупать билеты, будем ждать, там, что мы пойдем в кино уже и купим билет перед сеансом, то не будет там показа. Если кинотеатр увидит, что билеты не раскупаются, они его перенесут в малый зал и все. Поэтому наша задача сейчас, чтобы вот максимальное количество людей узнали об этом и купили билеты, уже сейчас начали покупать билеты. Мы должны доказать кинотеатру, что нас много, что кыргызов здесь много, что мы хотим смотреть свое кино, что мы можем купить билеты и прийти, и смотреть вообще в кинотеатре российском свое кыргызское кино, и что у нас есть прекрасное киргизское кино, которым мы гордимся, и мы хотим, чтобы и русские его смотрели. Поэтому, вот, друзья, нам очень важно, чтобы, и мы делали его для вас, нам очень важно, чтобы вы посмотрели, вам 100% понравится, вот просто гарантируем. Так, урматтуу көрүүчүлөр, бизди көрүп жаткан болсоңуздар, мына Татьяна Петрик айткандай, кинонун продюсери, бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланайлы. Учурда кассада биздин ошо дараагырынын билеттери сатылып жатыр. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо сатып алсаңыздар болот. Эгер Кара фильмдин сайтына кирип туруп эле, эгер онлайн колдонуп үйрөнсөң билген болсоңуздар, интернетти жакшы колдонгондор болсо, интернеттен эле өзүңүздөр Кара фильмдин сайтына кирип туруп, дараагыры Песнь древа. Песнь древа. Там нужно найти фильм с русским названием Песнь древа. Песнь древа деп туруп издеп көрсөңүздөр, биздин кинотасманын билеттери ушул жерде сатылып атат, 500 рубльдан сатылып атат. Сатып алып электронный билетти алып койсоңуздар болот. Эгерде билет боюнча убакыт саатыңыздар болбой калып, жумуштан бошой албай калган учурлар болсо, бизде бул маселени дагы чечкенге жардам берген Кежирус компаниясы бар Москвада, то есть коомдук уюму бар. Ошол Кежирус коомдук уюмунун өкүлү бүгүн бизде Асележе отурат. Асележе ошол уюштуруучулук иштери боюнча бир аз айта кетсеңиз, анан билеттер боюнча кантип жардам бересиздер, ошо мекендештер балким өздөрү бактысы болбой билетти жеткирип бергиле десе, ушундай мүмкүнчүлүктөр болобу сиздерде? Саламатсыздарбы? Негизи Кара фильмден сайт бар, ошол сайтка кирип эле как бы онлайн болсо сатып алсаңыздар болот. Но в основном биздин Москвада мигранттар ошол Кара фильмге кирип, сайтка кирип сатып алышына кыйынчылык туудурат да. Анан атайын барып, ошол кассадан барып туруп билетти алганга да көп эле мигранттардын мүмкүнчүлүгү жок Москвадачы. Ошондуктан если сиздерге ошол кичине кыйынчылык жарата турган болсо, сайтка кирип алып алышыңыздар мүмкүн. Кежирус кайрымдуулук фондун баарыңыздар билесиз. Болбосо менин телефон номерим, WhatsApp номерим кайрылсаңыздар болот. 8963 679 6722 8963 679 6722 ошол номер менен байланышсаңыздар круглосуточно 24 саат бою WhatsApp'тан жооп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз болот. Мен болбосом дагы бирси жооп берет. Кежирустун Facebook баракчасында өзүнүн страницасы бар. Мүмкүн болсо ошол жака жазсаңыздар, ошол жактан кайрылсаңыздар болот. Канча билет, если көп керек болсо, билетти обязательно доставка кылабыз. Сөзсүз түрдө доставка кылабыз. Же мүмкүн болсо билеттерди алып коерм, анан багы
ошол Октябрь кинотеатрынын входун берсем деле болот да. Баягы заранее акчасын мүмкүн алып келип бар да, ошондойлор алып келип берип эле билетти менен алып коюшу мүмкүн, бирок кинотеатрдын входунан билетти колуна карматышы мүмкүн. Заранее, если эч ким баягы мүмкүнчүлүгү жок болсочу, кинотеатрдан ала албайм же болбосо сайттан ала албашы мүмкүн. То есть билетти сиздерге заказ берип койсо, билетти алып кеткенге же болбосо силерде туруп турушун десе сиздер анда ошол 28 апрель күнү билеттин ээлерини сиздер кинотеатрдын эшигинин алдында күтүп аласыздар, билеттерин. Эгер жеткирип бергиле десе, адрестерине жеткирип бересиз. Бирок билет болсо обязательно жеткирип беребиз, доставка беребиз. Эми дагы бир суроо Асил эже, Татьяна айткандай, азыр 2 жума аралыгында биз залдын 50-60%-ын толтуруп коюшубуз керек экен да. Ушул боюнча дагы кайрылуу жасап кетсеңиз жакшы болот эле. Кийинки бул бизге түшкөн бир чоң мүмкүнчүлүк болуп атат да, большой шанс орус сыяктандай ушул мезгилден. Туура, негизинен Татьянанын түшүнүрүп болуш керек, баарыбыздарга түшүнүктүү болуш керек. Чоң 1,5 миң орондуу зал болгондуктан жок эле дегенде бир 50%-ын биз уже заранее билетти алып калышыбыз керек да. Ошол сыңар эгер билет сатылбай калган болсо, өзү айткандай малый зал отуруп коет экен да. Ошон үчүн мекендештер, Москвада мекендештер кыргыз киносуна салымыңызды кошуп, билеттин болгондон баасы 500 рубль. Эми кыргыз киносуна салым кошуп, жардам берип коюңуздар. Канча билет керек болсо, билетти көбүрөөк билет керек болгон болсо бизге доставка кылып беребиз. Же болбосо билетти алып кой десеңер, мен алып коюп ошол жерден входдон күтүп алып, ар бириңиздердин колуңуздарга карматканга мен кепилдик бере алам. Да бир жолу ошол сурагычы, ошол кыргыз киносуна бир салымыңызды кошойлу. Пока мен ошол эл катары эле трейлерин эле көрдүм, бирок трейлеринде деле көрүнүп турат да. Действительно жакшы тартылган кино экенчи. Рахмат Асилже. Урматтуу мекендештер, бул кыргыз маданиятына, кыргыз кино тармагында, кино индустриясына сиздердин колдогон, коштогон салымыңыздар болмокчу. Ошон үчүн баягы 500 сомдон аябай мындай тамашалап айтканда, ошол нерсени жөн эле отурганда деле жеген учурубуздар болот. Андыктан ошо кинону колдоп, кинотеатрга 28 апрелде кинотеатр Октябрь кинотеатрына барып, кинону көрүп, биз алып келгенге мүмкүнчүлүк болот. Экинчиден, кыргыздын атыны дагы чыгара турган ушул бир мүмкүнчүлүк болуп аткандан кийин келиңиздер, билет алыңыздар. Андан кийин эгер ошол 28 апрелде зал толуп, аншлаг менен өтө турган болсо, ажиотаж жаратсак, анда бизде андан ары Кара Москвадагы, Москва эмес, Россиянын башка аймактарында дагы ошо Кара кинотеатрларында ошол биздин кино Россиянын башка аймактарында дагы коюлмакчы. Эгерде колдоп берсеңиздер, бул тарыхтагы чоң бир кыргыз киносуна салган, кошкон салымыңыздар болмокчу. Андыктан биз сиздерди, жалпы мекендештерди, Москвадагы, Москва областындагы мекендештерди 28 апрель Октябрь кинотеатрынан дараагыры, орусчасынан айта кетейин, Песни древа деген ушу кинотеатрда, то есть Кара фильм сайтына карасаңыздар, Песни древа деп жазылып туруптур. Ушул жерден өзүңүздөр мүмкүнчүлүк болсо сатып алсаңыздар болот, болбосо биздин Асил эженин ушул номерине жана айткан 8963 679 67 22 телефонуна, WhatsApp номерине жазып, чалып, кайрылып билеттерди алып койсоңуздар болот. Так, биз эфирди улантабыз. Биздин суроо дагы эле кинотасманын продюсери Татьяна Петрикке болмокчу. Баса айта кетсем, Татьяна Петрик бизде өзүбүздүн Кыргызстандын акылуу Кара Балтанын кызы
Биз түз эфир башталганга чейин Татьяна менен тааныштык. Татьянанын апасы ошо кыргыз мектептерде сабак берип жүргөн, мугалим болчу экен. Өзү башка улутта болсо дагы мекеним Кыргызстан деп жүрүп, ушу Москвага келип атайын ушул кыргыздарга ушу шанс болуп калды деп, мүмкүнчүлүктү туура пайдаланам деп биздин түз эфирге келип берди. Ошондуктан колдооңуздарды күтөбүз. Во-первых, он очень талантливо сделан. Это очень сильная, интересная история. Она интересна всем, не только кыргызам, но в первую, для кыргызов это вообще вот их настоящее. Но эта история оказалась абсолютно универсальной, она интересна вообще просто всем. И она очень качественно сделана в смысле технически, то бишь звук, монтаж, цвет, вот это все просто мирового уровня. И когда мы показывали, опять же, на фестивалях, дело в том, что на фестивале приезжают, так как мы показали это на очень хороших фестивалях мировых, туда приезжают критики мировые тоже, и они тоже смотрят кино. И если им это нравится, они об этом пишут. И о нашем фильме написали вообще главные мировые киноиздания, такие как Hollywood Reporter, это вообще самое крутое издание кино голливудское, которые пишут только о самых лучших мировых фильмах. Они написали рецензию просто хвалебную, какую-то восхищенную. Дальше есть такой английский киносайт Little White Lies, и один из главных кинокритиков мира, Патрик Гэмбл, он написал про наш фильм просто, что это какая-то жемчужина, просто что это какой-то восторг. Он тоже написал, и вот это все, и очень много французских, корейских, английских, других стран, американских изданий написали про наш фильм. И это тоже играет роль. И причем их не заставишь написать. Даже если люди пытаются деньги платить, чтобы только напишите про нас. Это так не работает. У них настолько серьезная репутация, что они никогда не пишут, если это плохо. Они могут написать только, если им это понравилось. Вот. Другое дело, что мы приложили огромное количество тоже сил и своих, может быть, и денег, и своей репутации для того, чтобы сделать так, чтобы они все-таки этот фильм посмотрели. Потому что когда они приезжают на фестиваль, там огромное количество фильмов, все посмотреть невозможно. Вот чтобы они посмотрели, пришли и посмотрели наш фильм, мы, конечно, для этого очень много работали, потратили много своих ресурсов. Вот. Но самое главное, что все, кто смотрит этот фильм, он всем нравится. И также, собственно, вот по результатам вот этих всех рецензий, по результатам, по количеству наших суперкрутых фестивалей, и мы показывали, во-первых, Каро тоже согласились посмотреть наш фильм, и когда они согласились его посмотреть, он им понравился, и они сказали, да, это очень интересно, и мы хотим его показывать, но мы никогда не показывали киргизского кино. Пойдут ли люди? И я их уверила, что пойдут, что в Москве огромная диаспора кыргызская, и что людям хочется смотреть свое кино, и что они пойдут. Пока они нам поверили, и они теперь ждут и смотрят. Вот сейчас мне только написали, что пока билеты не покупают, и это, конечно, их настораживает. Они ждут, чтобы... Для них важно, чтобы зал был полный, чтобы люди пришли. И, собственно, потому что вот этот большой зал, у них нет там места свободного. У них забит, у них очередь стоит из вообще главных мировых фильмов, чтобы их там показали премьеру. Они вот один день отдали нам. Поэтому вот они ждут нашей реакции. Если мы сейчас будем покупать билеты, они поймут, что нас много, что мы хотим и что мы пойдем. Тогда все это будет. И тогда будет возможность в будущем у киргизских фильмов выходить здесь в прокат. Это тоже они мне озвучили. Дарагыры негизи айтуусу боюнча бул болгон окуяны тартып чыгышкан экен да. Анан бул кинону айтып атпайбы, штатка барып тартып көрсөттүк депчи, Америкага барып тартса, негизи ал жерде максимум бир күндө 2 жолу гана сеанс болот экен да. 2 жолу анан 2 жолу болуптур, үчүнчүсүндө уже бизге иностранцылар да, американецтер ошол жерде местный жительдер суранып, 3-чү сеансты суранып көрүнүшүптүр да.
Да, я даже поняла, о чем вы говорите. Про Palm Springs, наверное, про американский фестиваль. Да, причем это один из главных американских фестивалей. Уже üçüncü жолку сеансты койдуруп көрүп атат. Хотя ал жерде максимум экинчи жолу гана разрешение берет экен, мүмкүнчүлүк берет экен. То есть булар уже көрүп чыккандан кийин да уже üçüncü жолку сеансты койдуруптур. Значит, биз көрө турган кино да. Ал американецтер эмес же башка улут эмес, именно биз көрө турган кино. Бул тарыхта болгон окуяны тартып келишкен экен булар. Да, и люди спрашивают, просто зрители вот в других странах, они спрашивают, что это за страна. Многие даже не знают, что есть такая страна. Или они просто слышали, но они как бы не знают подробностей. Они начинают спрашивать, а где эта страна находится? Она такая красивая. Да, они начинают интересоваться, и многие пишут даже, вот, что ой, теперь мы для себя открыли такую красивую страну, мы хотим туда ехать. Да, очень красиво. Если мировые кинокритики, там, мировая пресса написала хороший отзыв, то тогда наверняка уже там попали в какие-то мировых кинофестивалей, да? Конечно, у нас уже около 20 мировых фестивалей. Расскажите, на каких фестивалях уже вы участвуете? Да, значит, ну вот первый показ у нас был на Московском международном фестивале, это фестиваль класса А, но он как бы, здесь тоже очень сложная система фестивальная, важно попасть на максимум хороших фестивалей, но все хорошие фестивали, они хотят премьеру. И вот как бы мировая премьера должна быть на самых лучших фестивалях. Вот у нас в Московском фестивале, но так как это Москва, это страна производства как бы, ну наша, поэтому это считалось просто российская премьера, и это нам дало возможность отдать на очень крутой фестиваль, как мировую премьеру, это на фестиваль Пусан, это корейский фестиваль, это главный, собственно, азиатский фестиваль в Пусане. Это огромный фестиваль большой. Вот. Дальше, после Пусана у нас был фестиваль вообще класса А в Таллине, Black Nights, при том, что они берут вот класс А, они могут брать только мировые премьеры международные. У нас уже как бы была в Пусане, но они согласились нас взять как европейскую премьеру, сделали нам исключение, потому что директору фестиваля Тин Нилок просто очень понравился фильм этот, когда она его посмотрела, она просто в него влюбилась, и она сделала для нас исключение, нас взяли туда в конкурс как европейскую премьеру. Потом у нас была американская премьера как раз таки в Палм-Спрингсе в Америке. Это в Палм-Спрингсе есть два главных фестиваля. Один Санденс, где берут только мировые премьеры, но мы уже не могли туда попасть, потому что у нас уже были другие показы. А второй после Санденса это Палм-Спрингс, а в них есть возможность брать как бы не мировые премьеры, а просто американские премьеры. Вот там был наш фильм, вот где то, о чем Асиль рассказывала, что там даже дополнительный сеанс пришлось организаторам поставить, потому что был просто ажиотаж. Дальше у нас был фестиваль в Даке, это Бангладеш, где мы получили главный приз. У нас был фестиваль в Глазго в Англии. Сейчас проходит еще один музыкальный фестиваль в Америке. Сейчас вот начался буквально вчера фестиваль в Кливленде, фестиваль музыкальных фильмов. Нет, это фестиваль большой, но мы в программе конкурс музыкальных фильмов. Потому что у нас очень много красивой музыки. Соответственно, вот в Америке, в Кливленде, потом в Америке, вот все в апреле будет в Америке Миннеаполис, в Америке Тибурон, это в Калифорнии. Дальше у нас будет, опять же, в апреле фестиваль Go East в Висбадене, это Германия. Также в апреле у нас будет фестиваль Фадж, это главный фестиваль, вот, скажем так, арабского мира, то бишь это Тегеран. Фарш. Да, Иран. В Иране, да, в Иране. Это все в апреле, и также в апреле у нас будет фестиваль мусульманского кино, где мы в конкурсе. Это в Казани. Вот вчера буквально пришло письмо с просьбой дать фильм на фестиваль на Гавайских островах в Америке. В общем, оно вот идет, представляете, вот так. После чего потом мы можем голосовать на IMDb, да? Или сразу можно будет на IMDb? На IMDb? Да. На IMDb он есть, конечно, да, уже этот фильм. Оно же есть, да, уже? Да, конечно, сразу. Так,
такой любопытный еще вопрос про режиссера. Расскажите, откуда у него была идея, или там по сценарию, или там расскажите? Да, это, конечно, я с удовольствием расскажу, но вообще Айбек приедет на премьеру, и приедут актеры, и там можно будет после показа задавать вопросы, и Айбек обо всем расскажет, но я могу сказать, что вот Айбек думал над этой историей 6 лет. И 6 лет он о ней думал и писал, и эта история во многом связана с его семьей, эта история во многом происходила с его родными, вот. Ну и он, конечно, очень много смотрит, как, чтобы стать хорошим режиссером, нужно много знать про кино, чтобы знать про кино, просто нужно смотреть очень много кино, и он, соответственно, над этим долго-долго, он все время смотрит кино, и он думает, он очень глубокий человек, очень думающий человек, и он хотел сделать, вообще его задача была сделать, он вообще не думали мы изначально ни про фестивали, ни про что, мы думали о том, вот как Айбек нам озвучил, он хотел сделать кино для кыргызов, про кыргызов, для вообще вот просто для своего народа. И, собственно, вот он такой гораздо шире и больше, и масштабнее. Так, урматтуу телемөрчүлөр, бизде ушундай суроолор бар экен, Асележе жооп берип койсоңуз кыргызча алгон үчүн эми сизге кайрылайт. Муну кайсыдан кантип укса болот дейт Замир Атабаев. Бакыт Кабылбеков деген суроо бериптир. Асележе метросунун адресин айтып койсоң болор дейт. Кинотеатр, Октябрь кинотеатры, Арбатская, по-моему. Новый адрес? Да. Новый Арбат, 24. Октябрь кинотеатры, Новый Арбат, 24. Если смотреть в интернете, то он называется Каро 11 Октябрь. Каро 11, да? Да, Каро 11 Октябрь и адрес Новый Арбат, 24. Новый Арбат, 24. Так, метро? Метро там... На Пресненском, наверное, да? Нет, там метро, библиотека Ленина. Библиотека имени Ленина, метросы Жолсон, Баравинская, Арбатская, ушел территория, да, Арбатская даже будет ближе. Либо еще можно от Смоленска идти. Урматтуу бизди көрүп жаткан мекендештер, бул жерде ошо метросунун адресин жазып коюңуздар депсиздер. Биз албетте Супара каналы аркылуу, Одноклассники, Инстаграм, Ютуб каналы, Фейсбук баракчасы, WhatsApp группалар аркылуу биз да бул маалыматты таратып турабыз, периодически таратып турабыз. Андыктан ошо суроолор болсо, билеттер боюнча суроолор болсо, сөзсүз түрдө 8963 679 67 22 телефонуна WhatsAppка жазып, же болбосо чалып билеттер тууралуу суроолорду, то есть берсеңиздер болот, кайрылсаңыздар болот. Асележе же Асележенин өзүнүн командасы бул маселе тууралуу сиздерге жардам бермекчи. В принципе, кечирүүсүнүн баарына айтылса болот. Негизи азыр соц тармактарда в основном молодежь отурат да. Анан бизге билинбеген менен көп эле билет онлайндан билет сатып алышы. Анан эми кээ бир билбегендер үчүн ону это сайтка кирип билет ала албасаңыздар, анда бизге кайрылсаңыздар, биз сөзсүз түрдө жардам беребиз. А можно я добавлю? Вот когда мы показывали год назад во время Московского фестиваля фильм здесь в кинотеатре «Березка», и приходило к нам очень много молодых ребят, именно кыргызов, молодых. И они, то мы потом обсуждали с ними, им очень понравился фильм, они говорили, вот мы только вчера узнали, и не все смогли прийти, хотя людей было много, они спрашивали, когда еще будет, можно посмотреть. Тогда, к сожалению, не было возможности. Соответственно, вот я хочу, если вдруг кто-то из тех, кто видел это в прошлом году, или даже в Бишкеке видел, делитесь, пожалуйста, зовите. Ведь, ну, мне кажется, что все, кто видел, все понимают, что это кино надо смотреть, что оно прекрасно, что это вот просто... Ну, я думаю, что вы меня слышите и понимаете. Да. Давайте просто друг друга, ну не друг друга, трейлеры. Поэтому вот тоже имейте это в виду. И вот еще один наш соотечественник пишет. Насколько я знаю, этот фильм музыкального жанра. Асанбек Осмоналиев пишет. Да?
Да, в этом фильме есть песни, они очень красивые голоса. Причем, знаете, в чем здесь вообще такой важный момент, на что обращают также критики, и это мы такую задачу перед собой ставили, и так и получилось. Мы старались писать музыку и делать песни вот в жанре американского голливудского кино, но все-таки с мотивами кыргызской музыки. Но она очень современно звучит. И вот на это тоже обращают внимание, и некоторые даже критики сравнивают наш фильм там, с фильмом «Ла Ла Ленд». Это тот фильм, который получил в прошлом году 11 Оскаров. Да, там очень много, очень красивой музыки. Так, еще наш соотечественник Марсель Салахунов пишет. Давайте сделаем максимальную рекламу, и надо заполнить зал в день премьеры. Пришлите рекламный материал, будем транслировать. Да, Марсель, урматтуу Марсель, сизге да биз материалдарды Супара каналы аркылуу жиберели. Сиздер да колдон келишинче, урматтуу мекендештер, материалды башка мекендештерге кандай мүмкүнчүлүктөр бар болсо ошолорду пайдаланып жеткиргенге аракет кылыңыздар. Кошуну балаңдарга, тууган уруктарга дегендей WhatsApp группалар аркылуу болсо дагы дара бир кино тасмасын жетпей жаткан мекендештерге жеткиргенге аракет кылайлы сележе. Мүмкүн болушунча ошо 2 жуманын ичинде билеттердин баарын залды толтуруп алып койгонго жетишели. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сунушуңуздар болсо, пикириңиздер болсо айтып өтсөңүздөр болот. Ошол биздин сунушубуз, биздин суранычыбыз негизи кыргыз киносуна кичине салымыбызды кошолук, 500 рубль деген азыр жөө чыксам эле эчтеке жетпей турган болуп баягы бир четинен кыргыз киносуна салым кошпой баягы өзүбүз деле баягы эс алып келебиз да кыргыз киносун көрүпчү. Башка улуттар көрүп баягы айтып атмакчы сурантпайбы, биз 3-чү сеансты уже суранып көрүп атат. Значит, биз көрө турган кинода башка улут эмес, именно биз кыргыздар көрө турган кино. Мен шашылып атып, элдердин көргөндөр бар экен, бар былтыркы фестивалда көрүп, аны ыйлап чыкканбыз деп да. Мен да ошол күнү күтүп атам, эртерээк болсо ошону биз да көрсөк экен, эмне болгон кино экен депчи. Ошол мекендештердин ошо суранычыбыз, ошол 1,5 орунду залды толтуруп берсек. Сиздер болсо кайрылыңыздар, сөзсүз түрдө жардам беребиз. Соцсеттерден мүмкүн болсо жарыяласаңыздар, WhatsApp группалардан. Скажите, закругляемся уже. Да, конечно. Я, во-первых, очень признательна тому, что вы потратили время, посмотрели, послушали нас. И я надеюсь, что это время вы провели не зря. И я очень верю, что вы нас услышали и поддержите свое кино. И давайте вместе все действительно сделаем революцию. Вот я прям хочу, вы знаете, я так мечтаю, чтобы мы просто сделали революцию, чтобы мы здесь, в России, в Москве, показали, что мы есть, что нас много, что мы хотим смотреть свое кино, что мы можем его смотреть, что мы хотим, что мы можем купить билеты и прийти и смотреть кино в хорошем, в лучшем зале, в лучших залах России, Москвы. Вот. И для этого мы, и что у нас есть еще вдобавок при этом свое хорошее киргизское кино. И давайте просто сделаем максимум, чтобы вот все кыргызы, в данном случае в Москве и Московской области, узнали об этом, и все пошли смотреть это кино. А там уже мы можем, если все это будет, то да, и другие города будут, и в других городах будем показывать. Вот этот шанс сейчас, если мы его упустим, то уже у нас его не будет. Мы должны его, мне кажется, как-то им воспользоваться. Спасибо большое. Спасибо вам большое, что пришли и засняли такие классные картины. Надеемся и будем надеяться еще. Вы еще будете снимать. Вот как получится. Вот если сейчас пойдет, будем. Да. Если не пойдет, к сожалению, не будем. Понимаете? Поэтому, ребята, друзья, пожалуйста, главное, не откладывайте. Прям сегодня, завтра, послезавтра покупайте билеты. Вот мне сейчас уже неделю назад открыли продажи, билеты не покупают. Мне пишут из Каро, билеты не покупают.
То бишь мы должны это делать вот сейчас, сегодня, завтра, послезавтра, по возможности. Это воскресный день. И мне кажется, это удобно будет людям. В 6 часов дня, это вечера, как раз не поздно, не рано, можно дома все сделать и прийти в кино. Спасибо вам большое. Да, спасибо большое. Рахмат, Асележе, сізге да келгениңизге. Спасибо вам. Урматтуу бизди көрүп жаткан көрөрмандар, Супара каналынын көрөрмандары, мекендештер, сиздерди дагы бир жолу бүгүнкү көрсөтүүбүздүн ушул темасы болгон Дарагыры кинотасмасынын продюсери Татьяна Петрик болду жана Кежирус коомдук фондунун өкүлү Асель Албаева болду. Бизде 28 апрелде Москвадагы Октябрь кинотеатрында 1,5 миң орундуу кинотеатрда Дарагыры кинотасмасынын премьерасы болмокчу. Билеттер уже Карафильм сайтында сатылып жатат 500 рубльдан. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, интернетти жакшы колдоно алсаңыздар, Карафильмдин сайтына кирип туруп, Песни древа дегенди издеп таап, өзүңүздөр билетти онлайн аркылуу сатып алсаңыздар болот. Эгерде ал жактан сатып албайм десеңиздер, бизде бүгүн ошол билеттер боюнча, билеттер жеткирип берүү боюнча Кежирус компаниясынын өкүлү Асележе бүт баарын айтып өттү. Биз телефондорду Супара каналынын баракчаларынан бүт баарынан соцсеттер аркылуу таратабыз. Биз менен ар дайым ушу бирге болуңуздар. Жарыяналып туруп биз жаңылап турмакчыбыз. Эгерде суроолор болсо, билеттер боюнча 8963 679 67 22 телефонуна WhatsApp номерине кайрылып билеттерди сатып алсаңыздар болот. Жеткирип берүү кызматы бар, курьерский. Биз менен чоң болуңуздар, ийгилик сиздерге. Киного келиңиздер баса. Биздин кыргыз кинону колдоп келип бериңиздер. Саламатта туруңуздар. Спасибо.